Привет, телезрители! Добрый день, ребята! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». Рассказываем о самом важном, нужном и интересном. Не выходя из дома. Я Настя Бурмистрова. А я Радомир Усманов. А все это прямо по курсу. Сегодня в выпуске «Зачем школам имена?», как держать руки в чистоте, как работают современные театры и чем поразвлечь себя в режиме самоизоляции. Все это и намного больше в «Горе новостей». Так что смотри и не переключайся. На календаре 17 апреля. Ровно 143 года назад был выпущен легендарный роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Как мы все поняли, во время самоизоляции Радомир не сидел дома, он читал в беседке. Прелести частного дома. Ну а сейчас я предлагаю посмотреть, чем занимается Карина. Всем привет, на связи Карина, добро пожаловать ко мне домой. Предлагаю вам провести идеальный вечер на карантине. Начнется он, конечно, с музыки. Это моя любимая песня. Все знают, что главным ингредиентом идеального вечера на карантине является чтение классной книги, а также попивание вкусного чайка из просто невероятной кружки. У меня, кстати, с авокадо. А у вас какая? Похоже, самое время познакомить вас с моим котом Микисом. И он олицетворяет то, как я на самом деле провожу каждый день карантина. Заключительным пунктом идеального вечера будет просмотр фильма. Не болейте! Всем пока! Музыка и вправду спасает. И свежие новости, которые доказывают, что жизнь вовсю кипит, только в необычном формате. Россияне предложили провести акцию «Бессмертный полк» 9 мая 2020 года прямо из дома. Это весьма ожидаемо и необычно. А по-моему, это очень круто, еще никогда такого не было. Причем организаторы на официальном сайте отметили, что даже после снятия официального режима самоизоляции не стоит посещать общественные места. Безопасность превыше всего, согласен, но в голове не укладывается, как такое можно реализовать. Вместо шествия россияне смогут выкладывать истории своих мам, бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек и отцов в соцсетях, сопроводив посты хэштегами «Бессмертный полк дома» и «Мой полк дома». Потом ведущие устроят прямую трансляцию, в которых будут показывать истории тех, кто ковал победу в Великой Отечественной войне. А прямо сейчас сюжет о том, что тоже до недавнего времени казалось фантастикой. В Башкирском государственном театре оперы и балета во время вынужденного перерыва все любители классического искусства могут насладиться спектаклями в современном формате. Хоть двери театра и закрыты для обычных посетителей, они рады публике в интернет-пространстве. Несмотря на то, что мы все сидим дома, скучать некогда. Многие театры решили не прощаться со своими зрителями, а прибегнуть к новым технологиям. Теперь послушать оперу или посмотреть балет можно, не выходя из дома. К такому формату не все еще привыкли, в том числе и артисты. Вам, как исполнителю главной роли, проще работать на публику или на онлайн-трансляции? Ну, во-первых, я еще ни разу не пробовал работать в онлайн-трансляции, но я думаю, что это будет одинаково. Я буду стараться выкладываться так же, как и для зрителей, так же, как и для пустого зала, для телевизоров, экранов. Съемочная группа «Горы новостей» на репетиции спектакля «Летучий корабль». Многие из нас это произведение знают по одноименному мультику с очень запоминающимися песнями. «Я водяной», «Частушки бабок-ежек» и «Песня о мечте». Разумеется, что эти хиты присутствуют в постановке.
но там есть и масса других режиссерских придумок. В чем разница работать на публику и на пустой зал? Ну, понимаете, особенность театра, она как раз заключается в том, что приходят зрители, и мы обмениваемся энергиями. И в этом прелесть театра, в этом его отличие от кино. Мы, зрители, являемся тоже соучастниками. В сказочном мире разворачиваются удивительные события. Главным героям забаве Иване Трубочисту придется столкнуться со всякими отрицательными персонажами. Но даже всякие черти весьма веселые ребята, хоть и не прочь напакостничать. Как вы думаете, в будущем имеет место быть, что все спектакли будут проходить в таком формате? Я бы не хотел, но я выражу свое личное, субъективное мнение. Я бы хотел работать на полный зрительский или зрительный зал, чтобы была вот эта отдача. Съемка в зале осуществляется с нескольких камер, поэтому вы можете разглядеть актеров даже ближе, чем это возможно при личном присутствии в зрительном зале. Кстати, на время самоизоляции оркестр тоже не выходит на работу. В репертуаре театра, оперы и балета практически ежедневно идут спектакли в онлайн-формате. Так проходит репетиция. Сам спектакль можно будет посмотреть в прямом эфире на видеохостинге. Спектакль «Летучий корабль» будет интересен как стар, так и млад. Самое время для семейных посиделок. Арина Зарипова, Руслан Бибаев, специально для «Горы новостей». Арина, спасибо! Это и вправду сейчас обычное дело. Кстати, из-за того, что сейчас мы учимся дома, Роспотребнадзор стал давать советы по организации рабочего места во время дистанционного обучения. Это правильно, ведь кому-то в кайф учиться дома, а кто-то хочет поскорее в школу. Ну, во-первых, рабочее место рекомендуется поставить около окна, причем для левшей с правой стороны, а для правшей с левой. И даже при хорошем освещении не стоит забывать про настольную лампу. Это все есть. А у вас, ребята? Следить нужно и за мебелью, она должна соответствовать росту. Кстати, стул должен стоять так, чтобы между грудью и столом было расстояние размером с ладонь. Если честно, в первый раз об этом слышу. Еще немного интересных фактов. Книги должны находиться на расстоянии вытянутой руки, чтобы не напрягать шею. Это правильно. И каждые 30-45 минут нужно делать физкульт-минутку. И чтобы глаза отдыхали. Кстати, не стоит забывать про полезные и вкусные перекусы. Как сделать вкусный, бодрящий кофе утром? Здесь не обязательно покупать кофемашину и настоящий кофе. Сначала мы берем 2 ложки кофе, 1 чайную ложку сахара и заливаем немного это кипятком. Включаем блендер и перемешиваем до густой пенки. Мешаем до той степени, пока не получится вот такая густая пенка. Далее достаем стакан, трубочку и насыпаем туда мед. Выливаем туда немного молока и выливаем в эту пенную массу. И пробуем. Получился очень вкусный кофе. Вот такой простой и вкусный кофе можно сделать дома. Всем советую этот рецепт. Корреспонденты тоже работают из дома. Ну, конечно, с темами не разгуляешься, но мы стараемся. Я вот тоже снял сюжет из дома. Всем привет, дорогие друзья! Вы знаете, что сейчас в мире стоит очень трудная ситуация с коронавирусом, и мы хотели бы вам показать, как можно себя обезопасить даже в домашних условиях. Итак, в этом сюжете я покажу, как можно сделать антисептик в домашних условиях. Поехали! Итак, самое первое, что нам понадобится, это самый обычный крем для рук. Можете взять любой. Второе, нам понадобится чайная и столовая ложка. В чайную ложку мы наливаем перекись, а в столовую мы наливаем спирт. Потом выдавливаем крем в пиалку и перемешиваем это все самым обычным миксером. Перемешиваем мы это все примерно минуту до консистенции крема. Потом добавляем пищевой краситель, либо краску, которая не навредит вашим рукам. И перемешиваем. Затем, как у нас все готово, мы все это переливаем
какую-нибудь емкость, из которой вам будет удобно его доставать. У меня это вот такая баночка. Антисептик очень приятно пахнет кремом, абсолютно не красит руки и не пахнет спиртом. Так что я считаю, что это успех. Ну что ж, друзья, вот и все. Это очень простой рецепт, и я надеюсь, что вы будете им пользоваться. Оберегайте себя и своих близких. Радомир Усманов, специально для Горы новостей. Каждый использует кухни на разные нужды. Да, я где-то слышу, что кухня — это столица дома. Лучше бы ты так новости читал, а то я чувствую, что эфир держится только на мне. Вот и неправда, я такое знаю. Председатель родительского комитета Ирина Волынец рассмотрела возможность того, что 11-классники будут учиться до 8 июня. Как хорошо, что я не в 11 классе. Это точно. Эта информация еще не утверждена, пока это сказано только в расписании. Ну, а пока школы стоят пустые, в них появляется что-то новое. Шесть школ в Башкортостане будут называться иначе. Им присвоены имена героев Советского Союза. Изучать историю становится проще и интереснее. Патриотический проект «Гордимся, помним, чтим» республика планирует предоставить на всероссийском уровне. Некоторые школы к своему номеру получили имена великих людей. В средней школе в селе Михайловка Уфимского района присвоено имя Алексея Алымова. Он погиб во время учебного полета, отводя вышедший из строя истребитель от жилого поселка. Татарской гимназии номер 11 города Октябрьского Шакирьяна Гитиатуллина. Он герой Советского Союза. В селе Байгузино Янаульского района школа носит имя Гайнаши Хайдаршина. Он участвовал при форсировании реки Днепр. Его первая боевая награда – медаль за отвагу. А как бы вы назвали свою школу? Моя школа стоит на улице Гафури. Было бы неплохо назвать ее в честь Гафури. Гафури, он великий писатель. Вообще, вот улица в честь него названа. Продолжим список школ, которые носят теперь гордое имя героев. Школа в селе Санатория Глуховского будет носить имя Романа Афанасьева. Школа в селе Чесноковка Уфимского района Александра Горчилина. Имя Александра Пекунова отныне присвоено школе в деревне Дорогино Уфимского района. Присвоить школам имена героев было решено для увековечения в памяти имен героев Советского Союза. Давайте будем знать больше. Леонид Федоров, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей. Леня, спасибо! Ну а на этом все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Настя Бурмистрова И Радомир Усманов. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока! Пока-пока!